Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Владимир Ильич Ленин. Вождь мировой революции, конечно, тот еще иблис, который уничтожил миллионы людей ради достижения своей цели. И он, конечно, не может служить для нас примером или ориентиром. Но мы можем использовать его наработки, опыт и реальные результаты для того, чтобы самим прийти к власти в республике и привести ее к независимости. Необходимо через ежедневную агитацию, пропаганду внушать жителям республики, что независимость республики – это неминуемый процесс, который обязательно случится. Крах режима Путина в любом случае произойдет. В стране наступят революционные события, и мы в этот момент можем и должны взять в свои руки власть в республике. В первую очередь нам необходимо агитировать башкир как основной автохтонный республикообразующий народ, который является хозяином на своей земле. Башкиры являются движущей силой всей башкирской политической нации, что неоднократно доказывалось масштабными событиями в республике в последние 10 лет. С момента прихода к власти Владимира Путина началось уничтожение национальных языков. Положение национальных языков ухудшалось из года в год. В 2007 году был отменен национально-региональный компонент, после которого республики лишились права вести свои уроки по истории и культуре Башкортостана, экологии Башкортостана, географии Башкортостана, а также выпускать свои учебники по данным предметам. Далее, в 2009 году вышел закон, по которому все учащиеся в России обязаны сдавать ЕГЭ только на русском языке. Таким образом, в тех башкирских школах, где ранее все предметы были только на башкирском языке, в том числе и предметы по точным наукам, таким как физика, алгебра, геометрия, химия, информатика, с 2009 года стали преподаваться только на русском языке. Это тут же опустило государственный башкирский язык на уровень бытового и кухонного языка. Потому что башкирский язык уже стал не приспособлен для изучения и создания науки, описания современных достижений цивилизации и многого другого. Это очень сильно ударило по башкирскому языку и создало благоприятные условия для ассимиляции башкир. В самых глухих деревнях, где не живет ни один русский человек, сегодня дети на улице между собой разговаривают на русском языке. Уже в том же 2009 году башкирский язык был включен в изданный ЮНЕСКО «Атлас языков мира», как находящийся в опасности, получив статус уязвимый, где говорится: большинство детей говорят на языке, но сфера его употребления может быть ограничена, например, бытовым употреблением. С тех пор прошло 16 лет. Выросло целое поколение башкирских детей, которое в школе училось на русском языке. А значит, они и думают на русском языке. Они не могут передать дальше развитие башкирского языка. По данным 2010 года, более 30% башкир уже тогда не считало башкирский язык своим родным языком. Можно с уверенностью сказать, что с тех пор этот процент только увеличился. В 2017 году был нанесен третий удар по национальным языкам, когда Владимир Путин на конференции в Йошкар-Оле заявил о недопустимости принуждения изучать неродные государственные языки национальных республик Федерации, кроме русского. Поэтому они перестали быть частью обязательной школьной программы. Летом 2018 года в России Госдума закрепила строгую добровольность изучения родных языков. Соответствующие поправки были приняты в Федеральный закон об образовании. С тех пор, чтобы изучать башкирский язык в школе, родителям надо писать заявление директору, чтобы их ребенку позволили изучать его же родной язык в его же родной республике. И если в классе не набирается больше 7 детей, желающих изучать родной язык, а только, например, 6 детей, то язык преподаваться не будет. Также ввели новый закон постановление о закреплении территорий, по которому, если в городе русский ребенок проживает рядом с башкирской школой или гимназией, и ему далеко ездить в другие школы с русским языком обучения, то он может поступить учиться в башкирскую школу, и его обязаны туда принять. И так как по закону Путина ребенок не обязан изучать неродной для него язык, то для него специально должны создать программу с русским языком обучения. На единственном республиканском башкирском спутниковом телевидении
количество передач на башкирском языке сократилось до 15% от всего эфирного времени. Убрали все передачи на татарском языке, которые башкиры понимают без переводчика. Сократилось количество выпускаемой художественной литературы на башкирском языке. Число молодых писателей и поэтов исчисляются единицами. Через 1-2 поколения не останется и тех, кто будет читать на башкирском языке. Налицо откровенно враждебная и шовинистическая политика Москвы по уничтожению национальных языков, которую можно охарактеризовать как лингвоцид.